Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 18 октября. Это понедельник. Смотрим на вот такой вот колоде. Называется она «Цыганский пасьянс». Все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Это первая часть. Здесь мы смотрим 6 знаков. От Овнов до Дев. Так, Овны. 18 октября, понедельник. События для Овнов. Покажите мне. 18 октября, понедельник. Сразу прям первое исполнение желания у вас, Овны. Можете получить то, что давно хотели, о чем мечтали. Угу. И радость. Довольны, счастливы. Прекрасное начало недели. Слезы не получаются. Угу. Дорога еще вижу. Может быть, кто-то мечтал куда-то поехать. Так, еще может быть скользкое дело, рыба. Это какое-то предложение, от которого лучше отказаться. Да, видите, глубокая печаль. Предложение, которое может привести, да, вот к такому разочарованию, к переживаниям. Нерешенное дело. Победа и месть. Сразу 4 карточки сложились. Так, хорошо, смотрим периметр. Еще есть часы. Что-то важное будет связано с этой датой, да, у вас 18 октября, либо со временем в этот день, да, может быть, вот отправление самолета, поезда, в определенное время вы уезжаете. Подарок. С подарком похоже. Смотрим здесь. Здесь нет совпадений, здесь нет карточки. Семейная жизнь нельзя. Нет совпадений, нет. Нет. И нет совпадений. Значит, называю вам, что у вас выпадает в этот день. Исполняется желание ваше. Вы счастливы, довольны. Дорога, подарок. Время, вот скорее всего, к дороге, наверное, относится на определенное время. И часто будильник выпадает, показывает опоздание. Да? То есть, когда мы опаздываем, спешим, торопимся, постоянно смотрим на часы. Вот особенно, да, если у вас нужно будет уезжать в определенное время, скорее всего, что вы будете опаздывать. Еще, смотрите, есть скользкое дело. Это какое-то предложение можете получить заманчивое, но тут надо будет 100 раз подумать. Есть у вас нерешенное дело, может быть конфликт, который может привести вот к глубоким переживаниям. И победа, да, показывает флаг, то есть все равно будет результат. Да, вот даже вот это нерешенное дело, по идее, должно решиться, если выпадает флажок. Так что вот такие события, вот такой у вас очень будет насыщенный день, 18 в понедельник. Благодарю за внимание, Овны. Извиняюсь, переходим к тельцам, переходим. Смотрим события для тельцов сейчас. Тельцы, 18 октября, понедельник. Тельцы, 18 октября, понедельник. 17 октября, понедельник, события для тельцов.
Исполнение желания у вас. Первое. Свидание. Второе событие. Может быть, какой-то романтический вечер у вас. Друг. Встреча, общение. Может быть, даже звонок просто. Угу. Рыба, скользкое дело. Какое-то предложение. Череп, болезнь. Так, проверяю периметр. По горизонталям ничего, вертикали. В вертикали вижу только сундук. Сундук – это прибыль, это получение именно денег. Да, то есть это какие-то удачные, может быть, финансовые операции могут быть в этот день. Деньги приходят, скажем так. Хорошо, смотрим, что у вас выходит. Получается, исполняется ваше желание, может быть свидание в этот день, общение с другом, получение денег, видите, какие хорошие события. Из минусов какое-то предложение не очень хорошее, да, поэтому будьте внимательны к разного рода предложениям в этот день. Они могут быть заманчивыми, да, вот, например, по финансам будут какие-то предложения, но тут вот надо будет перепроверять, да, то есть это может быть только на первый взгляд заманчивым. Так что будьте аккуратны. И болезнь может показывать либо ваше не очень хорошее самочувствие, иногда еще показывает посещение медучреждения. Если вы планируете, тогда просто события подтверждают и говорят, да, скорее всего, да, это вот будет поход в больницу, не знаю, там в поликлинику, в лабораторию, может быть, надо какие-то анализы сдать, УЗИ сделать, еще что-то, зубы вылечить. Поэтому вот иногда болезнь показывает посещение медучреждения. Вот такие события, тельцы. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Так, меняем значок. Близнецы. И смотрим, что там вас ждет 18 октября. Октября, близнецы. Понедельник. Угу. Вижу флаг. Флаг – это победа, это какой-то результат, достижение, да, то есть когда мы прибегаем, так сказать, к финишу. Подарок.
Может быть, вы получаете, может быть, победа какое-то у вас, допустим, соревнование в этот день, да, где-то вы принимаете участие, и видите, вот победа и подарок даже можете какой-то получить. Приз. Успех. Видите, успех благодаря, подарок благодаря какому-то успеху. Опять скользкое дело. Предложение. Предложение заманчивое, но надо подумать, стоит ли соглашаться на это предложение. Там нужно выяснять детали. Якорь. Якорь показывает, когда вы что-то заканчиваете, да, то есть ставите точку в каком-то вопросе, либо когда вы останавливаетесь, остановку прибытия, остановку. Друг. Общение, встреча, переписка с подружкой, другом. Деньги. Тут, кстати, по мешочку могут быть и траты. Не всегда получение, иногда бывают траты. Так, проверяю периметр. Часы не получаются. Здесь горизонтали не вижу, вертикали. Нет, нет. Гости вижу по вертикали. Вот, может быть, придется потратиться, да, на встречу гостей или на поход в гости. Рядышком выпали события. Так, я больше не вижу совпадений, значит, получается. Первая выпадала победа, да, то есть какое-то достижение, результат, успех, да, и вот мне подтверждает, говорит, да, действительно, результат будет, да, это будет, ну, вы достигнете какого-то успеха в этот день. Подарок. Подарок, друг, подружка, встреча, переписка, ну, может быть, общение какое-то, гости, деньги, траты на гости. Может быть, друг придет в гости, или вы идете к другу в гости. И скользкое дело. Вот единственное, да, день очень классный, такой прям вообще все события очень хорошие. Вопрос только по скользкому делу. Так что вот будьте внимательны. Может быть, когда будете покупать подарок, да, сделают какое-то предложение заманчивое, да, а потом окажется, что вы переплатили в 3 раза. Поэтому вот просто будьте бдительны в этот день. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Раки. События для вас. 18 октября. Октября. События для раков. Понедельник. Казенный дом у вас первым выпадает. Это какое-то госучреждение, где вы решаете бумажные дела. Да, то есть это все связано с бумагами, документами, справками какими-то. Так, глубокая печаль, есть сильные переживания. Трудно сказать, да, может быть, что-то не получится в этом госучреждении, но пока непонятно, да, то есть печаль, в принципе, может проиграться отдельным событием у вас. Смотрите, на время надо. В казенный дом надо будет на время. Это еще, кстати, может быть больница. Ну, в принципе, это, смотрите, суды, прокуратуры, больницы, государственные университеты, школы, садики. То есть вот любое государственное учреждение – это казенный дом. Подкова, удача, везение в этот день. Да,
Известие – это чаще всего новость, либо документ. Я думаю, что свой документ вы получите в этот день, да, вот какую-то бумагу. Возможно, вот благодаря даже какому-то удачному стечению обстоятельств. Так, сундучок не получается, потому что тут уже карточка зафиксировала. Смотрим дальше. Периметр я проверяю. Бокал тоже не получается, потому что зафиксировано. Поэтому, если я некоторые события не складываю, это не значит, что я их не увидела. Просто некоторые иногда невозможно сложить. Так, здесь нет. Нет. Нет совпадений. Нет. Нет. Да, есть два сердца. Вижу. Два сердца – это горячая любовь, да, то есть это хорошие взаимоотношения со второй половинкой в этот день, да, то есть, ну, в личной жизни все прекрасно. Если второй половинки нет, два сердца часто показывает знакомство, может быть, в этот день, да, то есть какой-то флирт, знаки внимания, да, вот нужно быть к этому очень внимательны. Может произойти знакомство. Так, хорошо, смотрим. Вот, может, пойдете, да, в казенный дом, там с кем-то познакомитесь. Значит, смотрите, у вас получается госучреждение, да, идете какие-то бумажные дела решать. Ну, может быть, не бумажные, да, может быть, это больница, да, хотя можно в больницу идти за справкой. Показывает что-то связанное со временем, да, либо вы будете опаздывать, либо на определенное время нужно там быть. Получение документа, новости, бумаги, везение в этот день, везение, удача, гармоничная личная жизнь. И есть отдельно, да, вот еще глубокая печаль. То есть, скорее всего, оно будет не привязано ни к какому событию. Это вот какие-то сильные переживания могут быть связаны, когда, вот знаете, мы там, кто-то рассказал какую-то новость там о знакомых или по новостям что-то услышали, не очень приятно, да, вот нас это тронуло до глубины души, но это нас лично не касается, да, и вот мы попереживали там 5-10 минут, да, и забыли через 10, потому что там свои какие-то дела дальше. Поэтому вот очень часто, если глубокая печаль выпадает вдалеке от событий, означает, что, скорее всего, она вас лично не коснется, да, вот эти сильные переживания. Ну, а там поживем, увидим, да, как говорится. Благодарю за внимание, раки. Смотрим дальше львов. Так, львы. События для вас. 18 октября, понедельник. Октября, понедельник. События для львов покажите мне. 18 октября, понедельник. Казенный дом, госучреждение. Возможно, да, в понедельник вы пойдете решать вот какое-то нерешенное дело у вас есть. Видите, рядышком выпадает вопрос. Давно-давно и долго тянется. Да, возможно, вот связан с бумажными делами. По
пока сейчас непонятно. Ага, смотрите, подкова, удача, везение вам сопутствует в этот день, поэтому, возможно, даже тут вот получится разобраться с этим делом. Да, есть у вас такая надежда на этот день, свечи показывают. Вы прям вот надеетесь, очень хотите уже поставить точку, да, наконец-то в каком-то вопросе. Сейчас посмотрим, покажет нам эту точку или нет. Дорога показывает, дорога. Кстати, дорога может быть, казенный дом, это может быть аэропорт, вокзал, автостанция. Иногда так еще проигрывается. Либо это может быть больница, где вам нужно взять справку, да, чтобы ехать в дорогу. Да, смотрите, якорь, закончить, остановиться. Либо еще вместе с дорогой показывает прибытие, что вы в этот день приезжаете куда-то. Я думаю, что получится. Получится. Так, змея не получается. Глубокая печаль, переживания. Какие-то переживания еще выпали рядом с дорогой. Так, еще я вижу вот лебедя пропустила, верность. Проверяю периметр и буду вам называть все события. Событий много, просто назову их по очереди, да, как они выпали. Месть нельзя. Обман, да, обман можно. Может быть, еще обман у вас в этот день. Так, проверяем здесь. Из-за глубокой печали шарики не получились потом. Так, все, больше не вижу. Значит, получается, первое. Казенный дом, госучреждение. Это может быть налоговая, полиция, суд, прокуратура. Это может быть больница, школа, сад. Но это именно государственное. То есть это, допустим, аэропорт, ЖД вокзал. Да, то есть иногда проигрывается, когда дорога выпадает. В общем, казенный дом. Есть какое-то нерешенное дело у вас. Есть надежда на то, что оно решится. Есть дорога. Ну, все в порядке в личной жизни, верность показывает, гармония в личной жизни, счастье, удача, везение в этот день. Получается закончить, поставить точку, да, бросить якорь, либо в каком-то вопросе, либо куда-то приехать, да, бросить якорь. И вот из не очень хорошего это глубокая печаль, переживания. Ну, когда выпадает рядышком, бывает, что вместе проигрывается. То есть, может быть, переживания по поводу дороги или в дороге будут какие-то переживания. И обман. Вот вам надо быть осторожными с обманом. Кто-то может попытаться вас обмануть в этот день. И, может быть, поэтому переживания показывает, что как-то вы так это близко к сердцу воспримете, этот обман. Будьте начеку. Это может быть все что угодно. Понимаете? То есть это может быть и что-то мелкое, что-то значимое. Ну, если быть внимательными, да, все перепроверять, все, что вам говорят, все, что делают для вас, да, в этот день, то, в принципе, можно избежать, постараться. Вот такой у вас день будет, очень какой-то переполненный, я бы даже сказала, событиями. Тут чего только нету у вас, львы, 18 октября. Благодарю за внимание. Посмотрим, что у дев. Так, девы, события для вас, 18 октября. Октября. События для дев. События для дев. Что будет происходить в этот день? Понедельник, 18 октября. У дев.
Смотрим, девы, что там у вас намечается. Ага, первое уже вижу, болезнь. Болезнь, либо посещение медучреждения. На время, скорее всего. Что-то связано со временем. Дата еще может быть. Ну, очень похоже, да, надо на определенное время, допустим, там в больницу, в лабораторию, куда-то. Деньги не получаются. Тайна, секрет, еще иногда бывает замок. Может быть закрыто. Да, вот смотрите, закрыто время. Либо раньше времени приехали, да, вот бывает, приезжаешь раньше времени и закрыто. То есть, получается, вы не опаздываете, а наоборот приезжаете раньше. Ну, тем более вам это свойственно. Вы вообще люди очень пунктуальные, поэтому вполне может быть. Куда-то приедете, а там закрыто, придется ждать. Так, друг не получается. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Ножницы. Дело решится. Какой-то вопрос решится у вас в этот день. Ссора может быть. Верность не получается. Так, хорошо, смотрю периметр. Что здесь? Здесь нет, нет. Казенный дом. Очень может быть, что это больница рядом с болезнью. Ну, или, по крайней мере, если это не... Может быть, вы встали, да, у вас не очень хорошее самочувствие. Показывают, вам надо в какое-то госучреждение. Приезжаете, там закрыто. Да, то есть может так у кого-то проигрываться. Либо приехали на время, вам рассказали какую-то интересную информацию, да, открыли тайну. Понимаете, тут очень много вариантов развития события. Так. Поэтому мне даже недавно написала девушка, что говорит, вы ничего не говорите, ничего не придумываете, а просто называйте, мы уже сами поймем. Поэтому я стараюсь вам тут больше ничего не придумывать. Так, хорошо. Смотрим, что получается. Получается болезнь, да, то есть либо не очень хорошее самочувствие, либо медучреждение, время, опоздание, да, или наоборот раньше времени приехали. Тайна, секрет, либо закрыто, государственное учреждение, решается вопрос и может быть еще ссора в этот день. Вот такой вот интересный денек намечается. Все события, в принципе, неплохие. Единственное, да, вот тут ссора, вопрос. Что это будет у вас за ссора? Ну, ее можно, в принципе, избежать при желании. Благодарю за внимание, девы. Дальше мы переходим к весам. Это вторая часть видео. Кому нужны следующие 6 знаков от весов до рыбок, вы можете пройти по ссылочке, которая находится в описании под этим видео, и по тайм-коду найти свой знак. Жду вас во второй части видео.